Это, например, первый. Второй, экономический риск. Мои бизнесы, они разные государства. Для чего? Для того, чтобы не быть привязанным к одной политической и экономической состоянию одной государства. Поэтому они разные государства. Они и в России, и в Казахстане, и Кыргызстане, и Таджикистане, и Узбекистане, частично сейчас постараются строить в Малайзии, Америке и так далее. Вот разные направления получается вот такое. И третья вещь, это очень важно посмотреть, есть развитые страны, а есть развивающие страны. Развитые страны это Америка, Европа, Сингапур, Азия, скажем, Малайзия. А развивающие страны это наши страны. Я это все два крыла соединил, чтобы это было балансировано. Вот и потихонечку они двигаются. Я не говорю, что я сейчас достиг пика успеха, то, что я хотел. Поверьте, у меня просто, я на начальном этапе. Я считаю, что я 5% сделал из того, что теперь надо делать. Но это оказалось хороший результат дал. Всего 5% из того, что 100%, то, что у меня видение есть, стратегия есть, это всего лишь только начало. Поэтому, а вот разные отрасли, например, отрасли недвижимость, отрасли парфюмерия. У нас сеть магазинов парфюмерия, сеть магазинов техники, сеть магазинов оптики. И это то, что торговля. Потом у нас плантации фисташки, плантации миндаль, потом тепличные комплексы, плантации яблок и так далее, и так далее. И есть образовательные направления, и есть разные направления, да, получается. И недвижимость. А что вам приносит доход? Какой из видов бизнеса? Я могу сказать точно так. Я зарабатываю в те, которые краткосрочные деньги, торговля, потому что там оборачиваемость быстрее, и вкладываю в капитализацию недвижимости. Тогда это дает капитализация, а плантация дает на длительный срок хороший рост, хорошая капитализация, а торговля дает живые деньги. Она все балансирована так, чтобы было и всегда и живые деньги были, краткосрочные деньги, среднесрочные, долгосрочные деньги. У меня мышление инвестора. Вот так она построена, механизм. И она холдинговый модель. Мой холдинг в России есть, и в Казахстане есть, Таджикистане, Узбекистане, Кыргызстане. Холдинговый модель. Что такое холдинговый модель? Когда с каждым холдингом свой руководитель. И каждый бизнес-единица свой руководитель. И она поставлена так, работает. Сейчас такое время, что надо уметь делиться. Сейчас надо уметь делиться. Я выращивал своих учеников, делал себе партнерами. Выращивал своих учеников, правильных ребят и делал себе партнерами. Например, инвесторы делятся на несколько групп. Кто-то вкладывает технологии, кто-то вкладывает идеи, а кто-то вкладывает в людей. Я вкладываю в людей. Я, если вижу, что человек действительно способен... Не бывает такого, что ваш партнер вас подвел, например, обманул? Да, очень много раз. Очень много раз. Вы что, очень много раз. Справляетесь с этим? Я это все читал, что значит я позволил, что они так поступают. Значит, они использовали мои нехватка опытов, нехватка знаний, нехватка профессионализма. Например, если я, скажем, опытный, я не дам возможность партнеру может такую ошибку допустить. Иногда партнеры подвели меня в трех случаях. Первое, либо от незнания. Он тоже не знал, от незнания. Либо от, скажем, что кто-то из них просто, когда компания стала более состоятельной, начал хитрить. Менялся, понимаете, люди меняются и так далее, к сожалению. И третий из них было, что кто-то из них не справился. Просто он оказался, что мы ожидали одно, он не справился, когда бизнес надо было. Говорит одно, в момент, когда говорят, дают большое обещание, а в реальности этого нет. В реальности. Вот такие ошибки были. Но когда ты много раз делаешь эти вещи, ты научишься. Я много раз, когда это делал, я уже понял. Я сейчас всегда сижу, думаю так. Нужно сделать так, чтобы не дать возможность другим испортить то, что ты делаешь. Это как садовник. Я же, видите, сады делаю. Я как садовник уже мыслю. Садовник должен так грамотно управлять вода, чтобы вода прошел течь по той, скажем, карта, которую садовник нарисует, по той реке, которую он нарисует. Вода не пойдет как... Я сейчас пытаюсь подключить вопросы. Сейчас здесь очень много вопросов. Давайте. Так, очень много здесь, 40 вопросов, что ли, подождите. Так, давайте я подключу комментарии, чтобы у людей была возможность оттуда задать. Можем подбирать, да. Но только, уважаемые слушатели, я скажу вам сразу, 4 вещи противоречат корпоративной культуре моей деятельности, поэтому, пожалуйста, на эти 4 вопроса я не отвечаю. Первый,
А я отвечаю, не задавайте мне вопросы касательно национальности. Для меня все нации, они важны для меня, и все люди меня слушают. Это очень важно. Второе, не задавайте мне вопросы касательно религии. Идите, пожалуйста, задавайте вопросы касательно религии профессионалам по религии. Есть люди, которые успешны в религии. Третье, не задавайте мне вопросы касательно политика. Хотя я один из моих образований дипломат, но я политиком никогда не смешиваю себя. Я служу людям, занимаюсь обучением бизнеса и так далее. И так далее. Четвертая вещь. Если вы что-то полезное хотите задавать вопрос, давайте. Не грубите друг друга и не надо всякие там, можно сказать, ненужные вещи или реклама заниматься какой-то компанией, или спрашивать меня про какую-то компанию и так далее. Не надо такого делать. Хорошо? Это очень важно. Потому что каждую минуту своей жизни мы имеем право использовать всего лишь один раз. Так что вот эта минута, которую проводим вместе, попробуйте задавать тот вопрос, который важен в вашей жизни, от которого будет польза. Все. Так, смотрите, вопрос. Насколько ваши родственники были против то, что вы сегодня, на то, что до сегодняшнего дня вы делали? Как вы принимали правильное решение? То есть, когда хотел поехать в Россию, родственники все были против. Мама мне сказала: сынок, не надо ездить, зачем тебе? Вот это в селе оставайся, все то, что от отца осталось, все равно же тебе останется. Брат мне сказал: куда ты пойдешь? Ты же все равно на русском не знаешь, там никого нет. Они переживали за меня, что там просто ты один, ты молодой, и никто не будет. Я им сказал так: я доверяю просто свою судьбу, я должен испытать себя. Иначе оставаться здесь, я уже знаю все здесь как есть. Но мне надо изменить свою жизнь. Я один раз, два раза, когда так делал, тогда уже, смотрите, когда чуть-чуть результат появится, родные начинают доверять вам. Вы просто попробуйте действовать. Надо начинать действовать, родные начинают доверять вам. Это всегда так. Вы чуть-чуть покажите результат, они начнут вам помогать, поддерживать будут. Это всегда так. Поэтому, а потом, когда с России я вернулся и начал чуть-чуть зарабатывать, чуть-чуть начал что-то делать, они видели, что у меня какие-то изменения с моей жизнью. Больше моя мама никогда, и даже брат, никто никогда не говорит, что не делай. Но только когда банкротился, брат, старший брат много ругал меня. Обычно у нас это делается как будто в воспитании, да? Вот ругать, я же тебе сказал, не займись бизнесом, не надо было, и так далее, и так далее. Но мама меня всегда поддерживала. В фильме есть, вы это увидите, когда мама заходила, брат ругает, мама посмотрела, сказала: сынок, о чем вы ругаетесь? Я сказал: мам, брат просто против, что я, так сложилось в моей жизни. Она говорит: а что у тебя, дела нормально идет? Что ты так грустный? Я сказал: у меня немножко долги появились. Просто мы боялись ей сказать, чтобы у него там давление или что-то, человек пожилой. Мы реально боялись ей сказать. И она смотрела и сказала: у тебя есть долги? Я говорю: да. А сколько? $1000? Я говорю: мам, намного больше. Она говорит: сколько? 10 000? Я говорю: нет, мама, сотни тысяч. Она говорит: сотни тысяч? Я говорю: нет, мам, где-то больше миллиона. Миллиона чего? Я сказал: около $3 миллионов. Она так посмотрела на меня и сказала: что? Ты в долгах около $3 миллионов? Я сказал: да, мам, так сложилось. А что ты делаешь с этими деньгами? Я сказал: мам, я хотел делать бизнес, и не получилось, и я обанкротился. Так получилось, так попал. Никто не хочет этого, никто не мечтает об этом, но, к сожалению, жизнь не бывает. Она ушла, вернулась. Она вернулась, лицо, надо было ее лицо видеть. Она вернулась, такое спокойное лицо, такое глаза, такие спокойные, глубокие, мудрость. Она сказала: сынок, иди работай, верни людям долги. Если тебе жизнь принес такую ситуацию, я горжусь тобой. Вы внимание обратите. Я никогда это не забуду. Она сказала: я горжусь тобой, сынок. Иногда люди не могут найти деньги, чтобы с одного города в другой город пойти. Если тебе жизнь принес такую ситуацию, тебе надо самому решать его. Если ты решишь эту проблему, станешь тем, кем ты должен стать. Вот тогда я начал понимать, как ей годик, когда отец умер. Вы представляете, 10 детей, одному поднимать на ногах. Понимаете, я тогда точно понял, что помогло ей поднимать нас на ногах и перед этим достойно воспитать. Она, знаете, у нее глаза не мало, она даже вообще не переживала. Она так смотрела и сказала: теперь ты взрослый, иди решай, достойно вернись. И знаете, это мне такой сила давала, такой уверенность дала. Наверное,
Вот это было самый важный толчок. Я до утра не могу уснуть. Я до утра не могу уснуть и начал планировать. Через неделю я вернулся, заработал $12 000. И с этого начал активно, один за других разных вещей. Вот так поднимались. Поэтому важно. Говорят, что за каждый великий мужчина стоит мудрая женщина. За мной стала мама. Это правда. Она меня воспитала таким. Вот. Здесь хороший вопрос. Все мы знаем, что впереди нас ждет глобальный кризис. Как к нему быть готовым и как его преодолеть с наименьшей потерей? Это вообще возможно с наименьшими потерями преодолеть кризис глобальный? Хороший вопрос. Да, очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Я скажу вам, научитесь жить по своим средствам. Это первое, что надо делать. Научитесь жить, пожалуйста, по своим средствам. То есть, живите не слишком супер-пупер роскоши сейчас. Сейчас начните готовиться к тому, чтобы у вас живите по своим средствам. Не берите кредиты, не берите потребительские кредиты. Не делайте этого, пожалуйста. Не идите там, где рискованные проекты. Не залезьте, пожалуйста, не надо. Вот то, что вы хорошо понимаете, хорошо знаете, развивайте этого. Не надо залезть в разных местах, то направление, которое вы не понимаете. Дело в том, что где вы заработали свои деньги, туда инвестируйте их, расширяйте именно это направление. И в обязательном порядке создайте резервный фонд. И свой резервный фонд вкладывайте в золото. Просто купите свой резервный фонд, держите в золото. Она никуда не денется. Захочу, чтобы просто вы поняли. Просто пошел в банк и просто свой резервный фонд держал в золото. Тогда вы валютный риск конкретно избавитесь. Там будет скачок, не будет скачок. Что бы ни было, у вас будет твердая валюта, которая вам помогает. Хорошо? А теперь расширяйте, развивайте то, что вы хорошо знаете, хорошо умеете делать. Вот именно этого расширяйте. Не бегайте. Это очень важная вещь. Когда, знаете, есть такая поговорка, что рвется там, где тонко. Рвется там, где тонко. То есть получается, что если у вас... Какие компании банкротятся? Я сейчас сразу скажу. Или какие люди банкротятся? Банкротятся компании, которые у них постоянный расход превышает, чем переменный расход. Потому что постоянный расход, если высокий, доход, когда выше, она нормальна. А когда кризис, доход падает, а расходы стоят. И тогда у вас будут действительно бизнес съедать то, что у вас был. Поэтому, значит, что надо делать? Все постоянные расходы сейчас возьмите под контролем, минимизируйте. Переведите их, большинство из них на сдельные, чтобы было из статьи ваших расходов, если вы бизнесмен, в районе 30% пусть будут постоянный расход, а 70% переменные расходы. Тогда, период, когда зарабатываете, переменные расходы есть. Когда не зарабатываете, зато эти расходы нету. Получается, что за переменные расходы платит клиент, платит рынок, за постоянные расходы платите вы сами. Если вы бизнесмен, первым делом вы должны именно этим заниматься. Это очень-очень важная вещь. Второе, создайте хороший резервный фонд. И свой резервный фонд держите не на наших валютах, держите его в золото. Мой совет к вам такой. Это вам даст очень хорошую возможность. Теперь, третье, управляйте свой портфель-продукт. Если даже хоть кризис, не имеет значения, рынок не останавливается, люди не перестанут кушать, люди все равно будут жить, люди все равно будут кушать, но они будут просто чуть меньше кушать, меньше гулять и так далее. Вот так. Поэтому что надо делать? Свой фокус держите на самый ходовой товар. На самый ходовой товар, который у вас срок годности от 3 до 5 лет. Запасуйтесь этим ходовым товаром, потому что вы знаете, его все равно продаете. Привяжу один кейс. У меня в Алмате были тренинги, несколько людей. И один мне сказал, наставник, у меня $200 000 есть, деньги. Что мне делать? Это было до этой последней кризы. Это было в 2018 году. До коронавируса, до этого. Я сказал, небольшой часть держи у себя запасом золота, а остальные вкладывай на самый ходовой товар. Я ему так сказал. Он продавал стройматериал. Самое интересное, они были два друга. У одного было $200 000, у второго было $500 000. Тот, который $200 000 имел деньги, он пошел делать, как я сказал. А тот, который $500 000 держал, оказывается, он это, оказывается, не делал. Он просто эти деньги держал. Потом, когда кризис начался, кто-то попросил долг 50 000, ему отдал. Кто-то там чего-то 100 000 туда отдал. И потом, помню, что когда коронавирус уже границы открылись в прошлом году, когда приехал на эти тренинги, и сами, главное, оба друга опять пришли на тренинг.
Оба друга опять пришли на тренинг. У того, который было 500 тысяч долларов, в руках было 100 тысяч долларов сейчас денег, но больше ничего, они туда-сюда час расходовались, час потому что кризис пришлось платить, в общем, неустойки и так далее, и так далее. И у него было 100 тысяч долларов. У того, который 200 тысяч был, его состояние было около 700. Почему? Потому что он, оказывается, держали эти деньги на сами свои ходовые товары и так далее. Границы закрылись, цены поднимались и так далее, а у него товар есть. Товар нужно инвестировать и в золото, да? Я имею в виду резервный фонд золота. Только резервный фонд. Это очень важно. Не все деньги, а деньги бизнеса на самый ходовой товар, который вы и так знаете, что он все равно продается. Поэтому это бизнесменам. А обычным людям живите по своим средствам, пожалуйста, это очень важная вещь. Живите по своим средствам. Не берите кредиты. Избавьтесь от всех долги, которые то, что можете делать. Это очень-очень важно. Но создать резервный фонд. Вот людям, которые обычные, которые на зарплату работают, это то, что я вам рекомендую. Саидмурад, вас вообще плохо? Мне кто-то звонил просто. Включили. Да, кто-то звонил. Сейчас внимание обратите. Сейчас скажу. Посмотрите, 98 год. Был кризис? Да. 2000, давайте посмотрим. 2008 год. Был кризис? 14-15 годов начался, а сейчас в связи с коронавирусом это продлился. Вообще-то должно было. Вот сейчас к 2023-2025 мы должны были вернуться к тому, что было 15-16. Ну, по моим понятиям, так должно было быть. Но это откуда появился коронавирус неожиданно, никто не ожидал, что откуда-то она появится и так далее. Но она тоже пройдет. Поэтому сейчас очень важно, чтобы, вот как я говорил, обычный человек, который на зарплату работает, я рекомендую его так. Еще раз повторю, живите по своим средствам. Не надо брать долги, не надо брать потребительские, не надо брать банковские вот эти карточки, не надо их использовать, потому что вы привыкнете к этому. Это очень-очень важно. Научитесь жить, пожалуйста, по своим средствам. Увеличивать доходы, инвестировать в свои мозги, да. Посмотреть обязательно фильм «1 на миллион», прочитать книги Саидмурада Давлатова. Кстати, когда в Казахстан с очередным тренингом? Когда вас ждать? Аллах даст, вот буду, иншаллах, по-моему, вот после примера, по-моему, там в тренинге, по-моему, есть или нет, точно график не помню, но в ноябре точно будет, иншаллах. Где? У нас форум будет в декабре в Чимкенте. Часто просто Алмата, Астана попадает в зону этот, как называется, красная зона. Поэтому нет, у нас форум... 27 числа у нас официально для вакцинированных открыты все двери. Поэтому если ваши студенты вакцинированы, хоть 500 человек можете собирать. Отлично. В общем, Чимкенте, мы думали, что в декабре делать Чимкенте, большой форум. А Алматы все равно будут тренинги. Поэтому будем... Потом у нас будут во многих городах Казахстана, у нас есть франчайзеры наши, интерактив тренинги будут во всех городах. Могут люди по интерактиву учиться всегда. Давайте, я предлагаю вам, когда вы будете в Казахстане, записать офлайн интервью, не такое вот в прямом эфире, а настоящее, нормальное, живое интервью. И я думаю, что желающих посмотреть на моем YouTube-канале будет очень много. Саидмурад, вы в Казахстан на презентацию фильма своего? Еще раз, я сам буду, конечно, я сам буду. 11 октября вы будете где, в Алмате? Да, в Алмате, да, в Алмате, иншаллах, я в Алмате городов. Широкий прокат будут по Казахстане, потому что у меня огромный... Фильма «1 на миллион». 1 октября вы сможете посмотреть этот фильм в Москве, поэтому я сама с удовольствием посмотрю. И когда вы будете в Казахстане, я очень хочу записать с вами интервью, и давайте встретимся, запишем это интервью.